Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы будем делать расклад на будущую недельку с 27 по 2 августа, с 27 июля по 2 августа на дам. Посмотрим, как пройдет ваша неделя, как будут складываться ваши дела, как к вам будет настроен вашими, конечно, глазами ваш партнер. И посмотрим, что было, что есть, что будет. Перед вами, как обычно, 3 дамы: бубновая, трефовая, червовая. Вам нужно выбрать свою интуитивно. Отключаете внутренний диалог, прислушивайтесь к своей интуиции и выбираете. Камень у нас, как обычно, горный хрусталь, розовый кварц и нефрит. Выбирайте, сосредоточьтесь, и если, например, будет такое желание выбрать 2 дам на предстоящую недельку, да, значит, смотрите оба прогноза, и золотая середина — это будет прогноз для вас. В общем, подстраивайте под себя каждый расклад и выбирайте свой вариант. А я перехожу к трактовкам. Итак, первый вариант. Смотрим вас. Партнер назначила вам короля трефового. Заходите вы в период с некой злостью и раздражением на себя и на свои чаяния и надежды. Но и опять же надеетесь на что-то получить. Также смотрите, если вы, например, практик, эзотерик, обращаетесь к каким-то мастерам, вот даже смотрите, например, онлайн-гадание, как сейчас, да, либо сами, как я уже сказала, занимаетесь, то тут вполне может быть, что вы предпринимали какие-то действия, какие-то шаги именно эзотерического, магического, энергетического характера, чтобы получить желаемое, да, вот оно. Также заходите в период с каким-то своим интересом к стороне чувственной, эмоциональной, связанной с чем-то личным, с эмоциями, с отношениями, и с интересом, связанным с работой. Также получили какие-то денежки, достаточно такую крупную сумму. Также был разговор. У кого-то проиграется, что разговор был неприятный. Через ваши хлопоты разговор был. У кого-то проиграется, что разговор был для вас просто очень важным и нужным. Была встреча и был разговор. Я бы сказала, что встреча была с человеком, который вам близок. Еще знаете, что может быть? Опять же, проиграется у единиц, не у всех. Это такая частная трактовочка, что могли просто-напросто с близким человеком, с подругой, с сестрой обсуждать, опять же, какие-то эзотерические, магические вопросы. Может быть, какие-то вопросы, связанные, вот если вы, например, сами гадаете с картами и так далее. Но опять же, это у единиц, это не у всех. Итак, первый вариант. Смотрим вас. На сердце у вас какой-то большой, крупный разговор, важный для вас. Может быть ссора, может быть скандал. У некоторых может проиграться также, что это был разговор, связанный с магией, эзотерикой. Под сердцем у вас либо ваше будущее дальнейшее, либо просто какая-то дальняя дорога. В голове вы содержите собственные хлопоты в ранней дороге и интерес некой червовой дамы. Кто такая червовая дама? Подруга, мама, сестра, бабушка. Решать вам. Коллега по работе, может быть кто угодно. В ногах у вас некие пустые хлопоты, червовая дама собственной персоной и хлопоты вашего партнера, короля трефового. Кстати говоря, вот он, голубчик прекрасный, у нас здесь выпал. Что было? Смотрим сейчас в сторону прошлого. Получили вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Могли получить от некой дамы, практика, эзотерика. Но опять же, это проиграется не у всех. Также могли просто быть обращены с большим, крупным интересом, да, к чему-то эзотерическому, магическому, может быть, каким-то услугам эзотерическим, магическим и так далее. Все это было в ранней дороге. Также смотрите, в ранней дороге могли злиться очень и очень сильно на червовую даму.
Также здесь был разговор. Больше, наверное, разговаривали вы сами с собой. Знаете, такой внутренний диалог. И могло быть плохое самочувствие, и переживали, как-то эмоционировали за себя, за свои какие-то надежды, мечты, желания и так далее. Также в ранней дороге было раздражение на любезности вашего партнера короля Трифового. Также через любезности вашего партнера короля Трифового могли получить какие-то новости, известия неприятного, некрасивого характера. Далее смотрим в сторону будущего. Что будет? Червовая дама с собственной персоной, свидание с ней. И также будет разговор с вашим партнером королем Трифовым. Также проиграется у некоторых, что вы можете в принципе с королем Трифовым обсуждать червовую даму. Смотрите, тут на арене у нас появляется некий червовый король. Вот опять же, проиграется не у всех. У кого-то это появление некого червового короля, который принесет какие-то новости, либо какие-то бумаги вам, дорогие мои, либо это чаяния и надежды червовой дамы, и также новости, известия какие-то вы получаете. Также у нас в будущем, смотрите, ваш партнер король Трифовый собственной персоной и встреча, свидание с вашим партнером. И смотрим основная линия недельки у нас. Ваш партнер король Трифовый к вам со своим интересом, вы к нему со своими любезностями. Также здесь разговор с червовой дамой, либо если у кого-то, опять же, да, все-таки появляется червовый король, может быть разговоры и с первым персонажем, да, с червовой дамой, и со вторым, с червовым королем. И ваш партнер король Трифовый к вам со своими чаяниями и надеждами. Вот такой раскладик, смотрим дальше. Итак, дамы, для вас хлопоты вашего партнера короля Трифового и переживания за него. Также здесь переживание, плохое самочувствие. У вас, дорогие мои дамы, вполне может быть, да, какие-то легкие недомогания. Плюс, опять же, да, будете разговаривать сами с собой. Вот этот внутренний диалог не дает вам покоя, что-то вас беспокоит. Дальше, для дома. Опять смотрите, вот дама пиковая, но никуда от вас не ходит. Все-таки я склоняюсь к тому, что вы некий практик-эзотерик. Скорее всего, чем-то вы занимаетесь. Либо активно изучаете что-то эзотерическое. Вот для дома, опять же, да, то, что я сказала. И, конечно, ваш партнер король Трифовый к вам со своим интересом, а вы к нему со своими любезностями. Также смотрите. Нет, все-таки, да, все-таки здесь эзотерика. Либо тот мастер, к которому вы обращаетесь. На сердце вы содержите в ранней дороге встречу, свидание, опять же, смотрите, либо с дамой Трифовой, либо с королем. Ой, прошу прощения, с дамой червовой, конечно, да, либо с королем червовым. Но так как я вижу в будущем, что выпадает все-таки, да, король, то, скорее всего, здесь, опять же, да, и король будет присутствовать в жизни у многих. В общем, на сердце червовая масть, либо король, либо дама, встреча, свидание, совсем вот в ранней дороге, и ваш партнер, король Трифовый, разговор с ним. Также, что было? Червовая масть, либо дама, либо король, либо оба, к вам со своим интересом. А также, скорее всего, вы, дамы дорогие, вхожи в их дом, либо просто все-таки часто общаетесь, контактируете с этими людьми, но как-то вот пусто их ставите. Ну вот поговорили, пообщались и забыли. Плюс, скорее всего, тут хлопотали вы за что-то, но эти хлопоты не принесли вам какого-то должного результата, который вы ожидали, на который вы надеялись. Будущее, что будет? Разговор, опять же, червовой мастью с королем, либо с дамой червовой, вот, да. Также, смотрите, ваш партнер король Трифовый к вам со своими чаяниями и надеждами, и если никакого короля нет, то это чаяния и надежды также червовой дамы. Вот опять же, 3 персоны никуда на этой неделе от вас не ходят, вокруг вас постоянно находятся, крутятся. На пороге что будет? Вот-вот. Раздражение, злость на себя. Также получите какие-то, скорее всего, в дом ваш
Какие-то новости, известия неприятного, некрасивого характера, какие-то сплетни, может, вам расскажут. И ваш партнер король трефовый к вам со своими любезностями. А успокаивайтесь вы собой и собственными хлопотами. Вот такой расклад у нас получился для единичек, для всех тех, кто выбрал даму бубновую. Я желаю вам самое главное, конечно же, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантье. Всех благодарю, что были со мной. Обращайте, пожалуйста, внимание на мой инстаграм, кому интересно. И я прощаюсь, прихожу к двоечкам. Итак, второй вариант. И дама трефовый партнером назначила вам короля бубнового. Заходите вы в период с каким-то важным разговором, который произошел, скорее всего, у вас дома. Также, смотрите, могли что-то думать, анализировать, планировать сами с собой. Вот этот самый пресловутый внутренний диалог не дает вам покоя. И то, о чем вы думаете, то, что вас беспокоит, для вас это очень важно. Прям вот на повестке вашей жизни и вашего сегодняшнего дня это стоит на первом месте. Также была злость и раздражение на какие-то эмоции, переживания, что-то связанное с личной жизнью, с теми людьми, которые вам близки. Но опять же, вы попереживали, позлились и забыли. Пустая эта злость, только нервы себе попортили. Также в ранней дороге у вас был разговор с вашим партнером, королем бубновым. Вот он, голубчик, красавчик у нас уже сразу и выпал. Итак, второй вариант, и смотрим вас. На сердце вы содержите некого червового короля. Если это третье лицо в отношениях, то это может быть он. Если никакого третьего лица нет, то это кто угодно. Друг, брат, сват, отец, коллега по работе, какой-то бизнес-партнер и так далее и тому подобное. Под сердцем вы содержите какой-то неожиданный какой-то интерес. В голове ваш партнер король бубновый к вам со своими любезностями и опять же чаяния и надежды некого червового короля. Но на эти чаяния и надежды вы злитесь и раздражаетесь. В ногах опять же ваш партнер король бубновый к вам со своими хлопотами, и через его хлопоты был у вас какой-то состоялся у вас какой-то разговор, достаточно важный, крупный. У кого-то может проиграться, что это был некий разговор, скандал, выяснение отношений. Что было? Прошлое смотрим. В ранней дороге вы были со своим интересом к некому казенному королю. Казенный король — это врач, адвокат, юрист, нотариус, какой-то военный, полицейский и так далее и тому подобное. Также вы были недовольны собой, злились на себя и постоянно, знаете, в голове прокручиваете те вещи, которыми, либо те поступки свои, которыми вы были недовольны. Также у нас в прошлом король червовый к вам был со своими хлопотами. Также смотрите, если есть детки, либо это могут быть не свои дети, а просто тот ребенок, который вам важен, которого вы любите, вот тут вы могли просто-напросто заниматься этим ребенком, либо, ну, не знаю, гулять с ним, подбирать ему подарки и так далее и тому подобное. Дальше, что будет? Король червовый к вам со своими любезностями, вы к нему со своими хлопотами. Все это будет в ранней дороге. То есть вот-вот в недалеком будущем все это произойдет, все это случится. Также в будущем получите какие-то новости, известия. Ваш партнер король бубновый будет к вам со своим интересом. Также вполне возможно, что ваш партнер король бубновый принесет вам какие-то документы, связанные с финансами, с деньгами, либо преподнесет вам достаточно такую большую, крупную сумму денег. И опять же в будущем у нас выпадает вот встреча, свидание с вашим партнером королем бубновым. И основная линия недельки, смотрите. Ваш партнер король бубновый к вам со своими чаяниями и надеждами. Также у вас будет разговор с червовым королем. Этот червовый король к вам со своим интересом. И за этот интерес вы переживаете. Как-то вот неспокойно на душе. Все это вы на сердце своем будете держать, думать, переживать за него.
Также смотрите, если, например, есть в окружении некая бубновая дама, которая вас интересует, либо червовая дама, вот они все-таки, да, не будем забывать, что они выпали, то это могут быть ваши знакомые, ваши подруги, либо те женщины, те личности, которые вас интересуют. Может быть, вы там любите какую-то передачу, смотрите ее постоянно, да, либо это ну, какая-то героиня книги. Ну, в общем, такое тоже может проиграться, у меня проигрывалось, поэтому я вам рассказываю. Смотрим дальше. Итак, для вас, дамы дорогие, некий казенный король и какой-то большой крупный с ним разговор. И также будет разговор с червовым королем. Он к вам со своими чаяниями и надеждами. Опять же, да, не забываем, если в жизни есть некая червовая дама, подруга, мама, сестра, бабушка и так далее и тому подобное, то разговор может быть и с ней. Для дома будет, опять же, разговор через хлопоты, либо за хлопоты червовой масти короля, либо дамы червовой, да, но скорее всего это король, потому что на сердце вы его содержите. То есть через хлопоты червового короля будет с ним разговор. Также, если есть детки, да, о которых я говорила в предыдущем раскладе, в предыдущей раскладочке, то вполне можете просто заниматься вот этим самым ребенком. И опять же, это может быть у вас плохое самочувствие, недомогание и переживание за этого ребенка. На сердце вы содержите своего партнера, короля бубнового, будет у вас с ним совместная какая-то дорога, мелкие совместные дороги, скорее всего, это что-то бытовое. И также интерес червового короля. На сердце, опять же, смотрите, вы содержите. Кто это? Опять же, червовый король, и решать вам. Что было? Была встреча, свидание с вашим партнером, королем бубновым, и вы к нему со своими хлопотами. Что будет? Бубновый король принесет вам какие-то новости, либо какие-то бумаги, связанные с деньгами, с финансами, и будет разговор еще и с червовым королем. Что будет на пороге вот-вот, получите какой-то большой, крупный, нечаянный интерес, опять же, за свой интерес, либо сами будете хлопотать за этот нечаянный большой интерес, и ваш партнер, король бубновый, к вам со своими хлопотами. Но успокаивайтесь вы любезностями червового короля. Опять же, кто это? Он на протяжении всего расклада у нас остается, никуда не ходит, решать вам, дорогие мои дамы. Это был расклад для трефовых дам, дорогие мои. Я вам желаю, самое главное, конечно же, здоровья. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Санти. Обращайте, пожалуйста, внимание на мой инстаграм. И я с вами прощаюсь. Перехожу дальше. Итак, третий вариант. Смотрим вас. Партнером назначила короля трефового. Заходите вы в период с какой-то большой лютой злостью на дальнюю дорогу и разговорами за деньги. И, скорее всего, тут вот эти разговоры за деньги могли касаться этой самой дальней дороги. Что-то не получается, что-то не срастается, дорогие мои. Также здесь вы были со своим интересом к работе, к каким-то бизнес-вопросам, к вопросам, связанным с социумом, и хлопотали за свою работу, за все эти вопросы. Также здесь в ранней дороге у вас был большой какой-то крупный разговор с неким казенным королем, либо выясняли отношения с неким казенным королем. Казенный король — это у нас юрист, адвокат, нотариус, какой-нибудь риэлтор, военный, полицейский и так далее и тому подобное. Итак, третий вариант, дамы червовые, смотрим вас. Партнером назначила короля трефового, но в этой раскладке, в этом раскладе, к сожалению, он у нас не выпал. Это значит, что вам будет не до него. Вы будете заниматься собой, своими делами, теми планами, проектами, которые вас интересуют, а вот партнер как-то вот, ну, на втором плане. Итак, смотрите, на сердце вы содержите раннюю дорогу, связанную с работой, с бизнесом, с какими-то вашими социальными проектами, либо с активностью в социуме. Под сердцем вы содержите
себя и свой собственный дом, как жилище, тот дом, где вы проживаете. В голове вы содержите, опять же, что-то связанное с работой, с бизнесом, с собственными какими-то проектами, и будете хлопотать за себя и за свою жизнь, за какие-то ваши, опять же, планы, надежды, стремления, мечты и так далее. В ногах у вас какой-то большой крупный разговор, связанный с дальней дорогой, либо с вашим будущим, дамы, дорогие мои червовые, и разговор с неким бубновым королем. Кто этот бубновый король, решать вам. Если это третье лицо, то вполне это может быть он. Если такового нет, то это друг, брат, сват, коллега по работе, в общем, кто угодно. Далее смотрим прошлое. В прошлом у вас были какие-то встречи, свидания, разговоры, связанные опять же с работой, и король бубнова был к вам со своими хлопотами и со своими любезностями. Также в неком разговоре вы получили какой-то большой, крупный, нечаянный для вас интерес. И была встреча, свидание с казенным королем и с бубновым королем. Вот они, два короля у вас рядышком. Что будет? Смотрим будущее. Какие-то пустые хлопоты. Пусто будете хлопотать за работу, за бизнес, за какие-то ваши, опять же, да, социальные активности. И здесь еще будете переживать за это все дело, потому что, видимо, все идет не так, как вы хотите, не так, как вы планируете и так далее и тому подобное. Также бубновый король будет к вам со своим интересом. Также от бубнового короля вполне возможно проиграется в некоторых, что вы получите какую-то достаточно большую, крупную сумму денег, либо какие-то документы, связанные с деньгами, с финансами. И дальнее будущее у нас это вы, ваш интерес и ваши чаяния и надежды. То есть, смотрите, весь расклад у нас говорит о том, что вы будете заниматься собой лично, да, мои дорогие, своей жизнью, своими проектами. И больше всего интересовать вас будут именно ваши дела, и вы, как личность, вы сама дорогая, любимая, прекрасная, нежнейшая и так далее и тому подобное. Дальше смотрим. Основная линия этой недельки. Получите вы какие-то сплетни, какие-то новости через либо за чаяние и надежда этого самого бубнового короля. Также этот самый бубновый король может вас злить и раздражать. Этот бубновый король к вам со своими чаяниями и надеждами, и вы будете очень злиться, опять же, на интерес, связанный с работой, с социумом, с бизнесом. Дальше, смотрите, если вы, например, практик, эзотерик и так далее и тому подобное, то тут вообще так красиво получается, что вы вполне может быть, что будете производить какие-то практики эзотерические, магические, опять же, связанные, во-первых, с бубновым королем, а во-вторых, связанные с работой, с социумом, с бизнесом, с тем, как ваш бизнес расширяется, продвигается, разрастается, насколько он успешен и так далее и тому подобное. Вот здесь и так может проиграться. Итак, для вас в ранней дороге, опять же, будете заниматься работой, социумом, бизнесом, но все как-то вот идет, опять же, не так, как вы планировали, как-то все пусто. Пусто будете за это дело все хлопотать, как-то будете злиться, раздражаться, в общем, и с кем-то может быть прям разговор, скандал, выяснение отношений. Но опять же, ни к чему хорошему это не приведет, не даст результата. Для дома плохое самочувствие, переживания за бубнового короля, и также в дом могут прийти к вам какие-то сплетни, новости неприятного, некрасивого характера, да и вообще настроение, знаете, такое может быть, когда есть злость, раздражение, нервозность, вот заводиться можете с полоборота и так далее и тому подобное. На сердце содержите любезности бубнового короля, также и разговор с неким казенным королем. Что было? Интерес, связанный опять же с работой, с социумом, за все это дело вы хлопотали, и также хлопотали за интерес бубнового короля, и этот бубновый король тоже к вам со своими любезностями. Также могли хлопотать за деньги и получить какие-то деньги, достаточно такого крупного размера. Дальше, что будет?
встречи, свидания с бубновым королем. И опять же будете заниматься своими проектами, бизнес-вопросами, социальными какими-то вашими активностями и так далее и тому подобное. То есть бубновый король и работа у вас стоят на первом месте. А вот ваш партнер, которого я назначила, да, королем перформ, здесь вообще на этой недельке не присутствует. Ну, вас никак он вас не интересует. Дальше, на пороге, что будет вот-вот, козел, прошу прощения, бубновый король будет к вам со своими хлопотами, вы к нему со своим интересом, и получите вы какой-то большой, крупный, нечаянный интерес. Вот есть у вас какое-то занятие, которое вас интересует, вот прям горит ярким таким огнем, и вы пылаете, хотите все это получить так, как вы себе планируете, представляете и так далее и тому подобное. И вот всем этим вы на этой недельке будете заниматься, но опять же, пока результата, который вы ждете, да, и прогнозируете для себя, вы не получаете. Успокаивайтесь вы с собой и с собственным домом, дорогие мои дамы. Вот такой расклад для троечек. Я вам желаю, конечно же, самое главное — здоровья. Берегите себя, берегите свои нервы, берегите своих близких. Радуйте, балуйте, цените и заботьтесь о себе, опять же, в первую очередь, и о своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И обращайте внимание, пожалуйста, кому интересно, на мой инстаграм. И всем до встречи, увидимся.